Вот уже 20 лет в сельском поселении Зязиков-Юрт под сводами местного ФОКа функционирует секция дзюдо. За это время здешним спортсменам удалось достичь хороших результатов как на региональной, так и на международной арене. Залог этому – усердные тренировки и грамотная работа тренера. Каждый вечер с наступлением времени тренировок зал начинает потихоньку оживать. Разумеется, львиная доля успеха в этом виде спорта зависит от самого дзюдоиста, но немалый вклад в карьеру спортсмена вносит и его тренер. Здесь, в спортивном зале, тренер, как заботливый родитель, проявляет к своим воспитанникам и отеческую заботу и усердие. И чем лучше знает тренер своих подопечных, тем сильнее они будут заниматься под его пристальным наблюдением. Тренировки у нас каждый день, кроме воскресенья. С 8 до 10 у нас группа, с 10 до 12 группа у нас, с 3 до 5 и с 5 до 7 группа у нас, это дзюдо. А в обеденное время у нас с часа до 3 кикбоксинг, карате здесь. И с 10 до 12 бодибилдинг у нас, и с 2 до 4 тоже бодибилдинг. То есть целый день загружен зал у нас. Этих ребят сегодня нужно финансировать, их надо, чтобы они больше участвовали на соревнованиях, чтобы они на сборах участвовали. От того, что мы в зале с ними работаем, да, мы какие-то навыки даем, технику вырабатываем, физически подготавливаем, но нужно вывозить их на сборы, на соревнования вывозить надо. Зал дзюдо в Зязиков-Юрте посещают несколько сотен спортсменов. Перед ребятами руководство ФОКа ставит задачу быть одними из лучших. Вы всегда должны быть во всем первыми, напутствует ребят Руслан Аксагов. Известный тренер наблюдает за тем, как более молодые наставники помогают взобраться юным дзюдоистам на спортивный Олимп. Лучше пусть они будут в зале тренироваться до 7-го пота, чем пропадать на улице, уверен Руслан. Во-первых, этих ребят, которые мы сегодня работаем, вы видите, полный зал детей. Это у нас целый день, вот в каждой группе вот столько же детей у нас. Чтобы их удержать, мы должны финансировать их. И мы их затягиваем с улицы, чтобы они не занимались побочными делами, чтобы они какую-то лепту приносили на нашей республике, району и в селе. Мы с ними так работаем, а если они уйдут отсюда, они физически развитые, здоровые, уйдут, чем они будут заниматься? Только легким трудом могут заниматься, правильно? Чтобы их не потерять, надо было удержать. Им нужна зарплата, нужна этим спортсменам, которые на таком уровне работают, дают результаты. На стипендии посадить или на зарплату посадить. Ну, какую-то лепту надо вносить для этих детей. А если мы будем финансировать этих чемпионов, другие, которые подрастающие, глядя на них, они будут подтягиваться. То есть стимул для этих подрастающих ребят. А тренировочный процесс тем временем в самом разгаре. Разминка завершена, и тренер дает указания на растяжку. В процессе выполнения бросков есть большая вероятность потянуть мышцу, поэтому важно хорошо провести разминку перед тем, как начать оттачивать навыки.
Сегодня спортсмены оттачивают навыки бросков. Тренер внимательно следит за правильным выполнением всех элементов. Если допустить ошибку на тренировке, она может вылиться в поражение на соревнованиях. А слово «проиграть» здесь категорически не приветствуется. В зале занимаются спортсмены самого разного уровня. Вместе с чемпионами мира здесь и ребята, которые только-только начинают делать свои первые шаги в этом большом виде спорта. Передавать свой опыт – вот задача, которая стоит перед уже именитыми спортсменами. И со своей задачей дзюдоисты справляются весьма успешно. Тимирлан, фухая о зале занимается и вообще хамштуйна о зале? Да, с самого начала, где-то 6 лет ухожусь. Ой, болжбо, камон, я болжбо, нахбахати, шпарбейна, и бусубдина, хозахалар сого, дерек хамдагилайош, хайца спортиас, так, ну, сейна, что хозхита, цоханде, что ухожусь, барши сог. Ханс ходавул чан Тимирлан халдари в тренировку и чувствуете ханс разницу халханари ханс о зале дари. Да, чувствует мюас ханяш хал давул чан халдар, сейн могу да смотр. Каждый раз могу да смотр ханяш окус болжбок янкш бархажи царвашта дуалс вашта цдуалш хани мотор док эх момент школар док эхш на хата Аллах как это мусани вашта дуалш хаваш да разница бодраш хан док Барши Тимирлан соревнования клита хог мию так игры что запомните соревнования малая. Игры что запомните арже ханз ханже эскафоя запомните арже ханяш травмированный юлш гулинг юлш латался гачи так хала ахты исхват гах каларсон дальше уже лот онзерсон. Ханзы хадамелю да хо мала целя вид спорта именно. Да ахту мабалла се вашта мудалла что دوقا результаты حجوالس سين كمان دحوخ بولش إجر حلقة صغر برج إيه بولش دا الله أنش خاني دا أندر سي результаты دا إنه اشتي حمدت لي أرقام واحد سبادر أنش. Я вот бас занимаюсь на спорт интересуюсь что анурсус. Тренировкуш хайч خل بداش حتى خداملوت أتاخوش ده أمام أتمسوا ذيك الحمد لله كده بخست تنركوا وسنيت да, хоть и ночь тренировки. Понедельник, четверг отработка, вторник, пятница, борьба в среда, суббота, ОФП, игровой. Дзюдо был результат. Пока я дата, самбо, духач, эллер пытался, чемпион Ларса, весу 70 кг. Эскафол летался, эскафол, еще раз. Предал схватка, еще раз. Дзюдо мало результат. Пока Россия латца, цель, да, ход, это была кажа. На сегодняшней тренировке присутствует один из самых талантливых дзюдоистов России Джафар Костоев. После тяжелой травмы руки наш земляк проходит курс реабилитации и все же частенько заглядывает в родной зал. Думать о выходе на татами для Джафара еще рано, но наблюдать за тренировкой начинающих дзюдоистов тоже приятное занятие. Травму я получил где-то за месяц до чемпионата России, у нас был. У меня подозрения были, что у меня серьезная травма, а что связка опорная я только узнал после России. В Москве МРТ мне сделали. Сейчас пока восстанавливаюсь, тренироваться не получается. А так, когда я приезжаю в зал, вижу, что зал не пустует.
приятно смотреть на детей и со стороны наблюдать за всем этим. Ну, их возрасте особо сложностей не бывает. Приходишь там, побалуешься, более-менее потренируешься. А так, да, садишься, вспоминаешь свои времена. Практически вся жизнь, можно сказать, в этом зале прошла. Ну и нет-нет, подходят младшие, спрашивают, вопросы задают разные. Тоже интересно бывает и подсказывать. Начинающим спортсменам, ну, в первую очередь, развивать голову, учиться хорошо в школе и также тренироваться хорошо. Потому что, как говорится, без головы далеко не пойдешь. Надо и учиться, и тренироваться. В этом зале было воспитано не одно поколение победителей чемпионатов России, первенств Европы и мира. Теперь прославлять Ингушетию на соревнованиях разного уровня намерены и юниоры из этого зала. На недавно прошедшем первенстве России по дзюдо выступили сразу двое представителей ФОКа Зязиков-Юрт – Юнус Аксагов и Джабраил Султыгов. Несмотря на свой юный возраст, на татами Юнус провел очень зрелую и уверенную борьбу, став обладателем серебряной медали. Сота первенство России до 2021 года Красноярске. Кичем Войцик я тренировок в зале, первый этап в зале, они так название халух уже бузуртану эстимируется сбор Мухаммедова и Баригиш Ваштия Генч Циккештен тренировкаш. Насват канился первый свободный кофе алар пила ишер. Хал лита сака чинзус мадвач. Копшкек баш лита. Но хал ербал бьяч. Также не менее красивые схватки провел и Джабраил Султыгов, но досадные ошибки судей помешали нашему спортсмену попасть в тройку сильнейших. Разумеется, его самые большие успехи еще впереди, но и сегодня можно сказать, что перспективы у Джабраила очень хорошие. Мой последний турнир – это первенство России до 21 года. Выступление, конечно, у меня было неудачное. Проиграл за выход в полуфинал. И также на утешение тоже проиграл. И если говорить про соперников, насколько сильная конкуренция там была? Ну, конкуренция, конечно, была хорошая. Ну, особо таких сильных соперников не было. Все схватки, нормально мне прошли, но не хватило немного. Джабраил, если говорить про подготовку, сколько у тебя времени ушло, чтобы подготовиться к первенству России? Ну, тренировался я усердно целый год. И последний месяц у меня были тренировки утром и вечером. И самое сложное, конечно, в подготовке это была сгонка веса. Я гонял много на этот раз, 7 килограммов. Ну, весогонка прошла, конечно, сложно. Ну, я нормально восстановился, нормально отборолся, но все же не хватило мне немного, и судейство подвело. Эти соревнования уже позади, Джабраил. Теперь расскажи, есть ли соревнования, в которых ты должен участвовать в ближайшее время, и вообще как у вас проходят тренировки? Дальше пока не знаю, какие ближайшие соревнования, но работать я не перестану, буду дальше тренироваться и готовиться к новым стартам. В начале ноября у нас ребята выехали с ФОКа, двое выехали на первенство России до 2021 года в Красноярск. Там участвовал в весе 55 килограмм Султыгов Джабраил и в весе 100 килограмм Аксагов Юнус. Правда, мы хотели, чтобы тренер с ним поехал, у нас не получилось в связи с тем, что финансовое положение очень сложно у нас. Юнус стал серебряным призером в весе 100 килограмм, Джабраил стал 7-м. Я думаю, что если был бы рядом с тренером их, они бы выступили намного лучше, я так думаю. Потому что тренер – это тот человек, который видит ошибки своего ученика и подсказывает со стороны,
И это ученик, который с ним постоянно на соревнованиях, он слушает своего тренера. Совсем недавно в Ингушетии прошли разные соревнования республиканского и регионального уровней, в которых блестяще себя проявили и воспитанники ФОКа Зязиков-Юрт. У нас проводился республиканский турнир в памяти Албагачиева Лелы, Али-Юрты. Там тоже участвовали со спортивной школой Зязик-Юрт и Верхняя Челукова тоже. Мы завоевали командное там первенство, по самбо там было соревнование. Командное первое место, это 12 первых мест, 12 вторых и 17 третьих мест. Но это 4 возрастной подгруппы участвовали. И так мы работаем, вроде бы результаты есть. Впереди, разумеется, новые вызовы у этих ребят. Для того, чтобы быть максимально подготовленными, они выкладываются на каждой тренировке. С каждым годом молодых, весьма талантливых и амбициозных спортсменов, желающих прославлять нашу маленькую республику, становится все больше. И мы надеемся, что в скором времени воспитанники этого зала будут стоять на самом высоком пьедестале Олимпийских игр.